Мы переходим к брифингу оперштаба по лесным пожарам, узнаем о текущей обстановке в республике. Предлагаем послушать. Дмитрий Дмитриевич, здравствуйте. О текущей ситуации с пожарами в Якутии. Текущая ситуация, согласно нашей утренней работе оперштаба, действует 216 пожаров, из них тушится 68, локализовано за сутки 10, ликвидировано 16 и вновь обнаружено 9 пожаров. На пожарах работает более 2000 человек. Привлеченная техника тоже 200 с лишним единиц техники. Всего также с федерального центра и работает почти 700 человек. И они все с разных регионов. При этом есть регионы, которых мы уже освобождаем, и они уезжают на постоянное место дислокации. Также по метеоусловиям авиатехника работала только в отдельных районах. Это в западных районах, в Вилюйском, Нюрбинском и Мирнинском районе. Это по дислокации наших пожарных служб. Также прибывает у нас дополнительно 2 борта Би-200 МЧС России. Это благодаря работе главы региона и Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия. Сегодня первый борт садится уже Мирный, этот борт прибывает у нас с Красноярска, второй борт прибудет к концу дня с Ростова-на-Дону. Также сегодня по мере возможности будут работать 8 вертолетов в разных участках города и будет работать самолет-зондировщик. Сегодня по дыму у нас есть ограничения по работе авиации, но мы надеемся, что после обеда смена ветра будет, и у нас дым немного рассеется и позволит поднять борта с аэропорта города Якутска. Есть у оперштаба на особом контроле населенные пункты, которым угрожают пожары. Это Магарас горного района, Кептин горного района, Дикимдя горного района и Кемпенде Сунтарского и Намском районе Салбанса. И сегодня все силы брошены для того, чтобы не потерять населенные пункты, и мы в этом направлении будем только работать и усиляться.